Сухумский аэропорт вновь встречает рейс из Москвы. Сегодня здесь приземлился широкофюзеляжный аэробус А330. Для аэропорта это большое событие, так как самолет таких габаритов здесь приземляется впервые после реконструкции. Как принято в авиации, аэробус встретили водной аркой. Самолет хоть и не первый, но лайнер вместимостью 350 человек в новый аэропорт еще не прилетал. Большинство пассажиров рейса Москва-Сухум компании iFly – это туристы. По их словам, прилетать в Сухум, если хочешь отдохнуть в Абхазии, гораздо удобнее, чем в Сочи. Ну вот, выбрала Сухумский аэропорт. Я брала путевку специально, чтобы в Сухум прилететь, побыстрее добраться. Удобно, необычно. И рада за вас, что у вас появился аэропорт. Людмила рассказала, что каждый пассажир получил подарок от аэропорта и показала, какими гостинцами встретила ее Абхазия. Очень хорошо встретили, прям большое спасибо. Подарков надарили, угощений. Международный аэропорт. А там сладости. Да. Пассажиров первого широкофюзеляжного самолета встретили танцами и угощениями, чтобы сразу окунуть их в атмосферу гостеприимства и хлебосольности. Пока прибывшие в Сухум пассажиры делились впечатлениями о полете, регистрацию на рейс Сухум-Москва проходили те, кто уже покидает республику. Большинство туристов, вылетающих рейсом Сухум-Москва, авиакомпания iFly, это туристы туристической компании «Библия Глобус». Не все из них решили самостоятельно вылетать из Сухумского аэропорта. Это туроператор поменял аэропорт вылета. Но туристы довольны. Ехать из точки расположения в Абхазии до аэропорта им пришлось совсем недолго. Специально сами не выбирали, просто туроператор нам дал такую путевку. Когда узнали, что будете летать и улетать из Сухумского аэропорта, как восприняли? Нет, мы обрадовались, да, потому что хотели посмотреть, заодно и Сухум посмотреть, и новый аэропорт посмотреть. Мы рады, что так получилось. Ну, на самом деле, нам Библия Глобус просто поменяла рейс. Мы не сами решали, но мы рады, что здесь ближе. Приехали очень удобно, очень все уютно, все понятно, приветливые люди. В Сочи прилетали. Ну, здесь вот как бы решила Библия Глобус, ну и вот. Как вы приняли эту новость? Все хорошо, нормально. По словам министра энергетики и транспорта Батала Мужба, нулевая налоговая ставка для авиаперевозчиков позволила несколько снизить стоимость авиабилетов в Абхазию. Цены на билеты, естественно, формируются на рыночных условиях, но те изменения, которые были внесены недавно в законодательство в части нулевой ставки для авиауслуг, оказываемых в международном аэропорту имени Владислава Григорьевича Ардзенба, позволили в некоторой степени повлиять на ценовую составляющую и сделать их более доступными, более привлекательными для граждан. Сегодняшнее событие очередной раз подтверждает то, что наш аэропорт способен принимать все возможные виды авиационных транспортных средств и еще раз подчеркивает ту доступность, ту комфортность, которую мы хотим создать для всех прибывающих в Республику Абхазия гостей. По его словам, дешевые билеты в Абхазию в основном доступны покупателям пакетных туров. Туристические компании приобретают билеты по своим каналам, соответственно, реализуют их по своим каналам. Как вы знаете, это основывается на рыночных условиях, но доступность для граждан также сохраняется. То есть мы смотрим, есть билеты там, за 1900 рублей, за 2000 рублей. Жители Абхазии могут по таким ценам приобретать билеты? Или это только туристы, которые покупают пакет? Эта услуга предусмотрена для тех, кто приобретает туристические путевки, потому что туристические компании, они по-своему формируют тот пакет услуг, который они предлагают туристам. Как утверждает заместитель министра туризма Дмитрий Зантария, аэропорт способствует развитию так называемого пакетного туризма. Ведь такой способ организации отдыха удобнее для потребителя. В данном рейсе турист
сформированы, знает свои цели, знает свою гостиницу, организован транспорт. Данный рейс организовала компания «Библия Глобус», и мы планируем, что в скорейшем будущем все туроператоры, которые имеют свои частные рейсы, будут прилетать и привозить наших гостей именно в аэропорт Сухума. Для нас это плюсов, естественно, много. Начнем с той же границы, это разгрузка границы, это удобство для туриста, это хорошие эмоции. Ну, гораздо интереснее и приятнее посетить республику, когда ты прилетаешь в саму республику, чем прилетать в соседнее государство, проезжать через границу, огромные пробки. Мы надеемся, что данные рейсы в первую очередь освободит немножко границу для тех туристов, которые приезжают самостоятельно или прилетают в Сочинский аэропорт. И также есть такая доля вероятности, что турист будет оседать на восточной части Абхазии, который прилетает именно в Сухумский аэропорт. Насколько выгодны государству туристы, предпочитающие покупать путевки у туристических гигантов, таких как, например, «Библия Глобус», и как это повлияет на местных предпринимателей, еще предстоит выяснить. Если мы про демпинг, то мое личное мнение, оно может быть непопулярное, но от демпинга сколько минусов, есть и некоторые плюсы. Допустим, в апреле-мае месяце на восточной части Абхазии в прошлом году в гостинице «Черноморская жемчужина» проживало 95% заселено было туристами. Сегодня они отказались от «Библия Глобуса», пытаются продавать квоты сами, и сегодня там на данный период 15% заселения. Ну да, в частности, малого бизнеса с гостиниц это хорошо, потому что конкурентоспособная. В частности, рядом построенных кафе, ресторанов, аптек и магазинов, с их стороны это плохо, потому что людей нет в городе. Вот надо как-то выстроить какую-то грань, чтобы наши предприниматели все были довольны, которые занимаются в туристической сфере, которые в сфере промышленности и продаж. Но существует мнение, что демпинг цен – это привлечение туристов эконом-класса, то есть тех, кто не будет тратить деньги на кафе, рестораны и развлечения, когда в турпакет все включено. Марианна Котова, Сасрыква Гухава, Абаза ТВ.